Продолжение истории. Уникальное панно вернулось на место в корпус бывшего пединститута. Речь о настенной росписи, которую летом 2020-го случайно обнаружили во время ремонта. Тогда мастера готовили стену для установки нового мемориального комплекса. Под слоем побелки обнаружили изображение середины прошлого века. Дарья Вологжанина прикоснулась к истории. Супер время затратно, но каждый раз радовало, что что-то появляется. Медленно и кропотливо, слой за слоем. Чистить до тех пор, пока от побелки не останется и следа. Зато каков результат? 6 фрагментов – это около 30 квадратных метров. Дабы восстановить такую объемную историческую ценность, потребовался не один месяц. Нарисовано изображение маслом на обычном ДВП. За десятилетия материал изрядно потрепало. Края порушились, остались отверстия от гвоздей и шурупов. Теперь изъянов как не бывало. Итог – плод работы реставратора Татьяны Земцовой. Вся расчистка производилась, максимум это детское мыло, декомпоновывалась масляными красками, потому что сама живопись масляными красками выполнена. И покрыта будет это слоем домарного лака, потому что мы имеем право использовать только обратимые материалы, чтобы в светлом будущем, если каким-то реставраторам еще понадобится что-то реставрировать, они могли любой из моих слоев убрать. На полотне реальные люди. Вот это, к примеру, Николай Цветков. Лет 40 назад ему и другим живописцам предложили попозировать для картины. Каждого сфотографировали, сделали эскиз. Однако саму работу Николай Кузьмич увидел только 2 года назад, когда роспись случайно обнаружили под слоями побелки, которые когда-то закрасили полотно. Это часть нашей истории. И вначале была расстроена, что как можно было закрасить. Но потом поняла, что если бы их не закрасили, сняли и убрали, не знаю, куда-то там на чердак в подвал, они, скорее всего, до нас бы не дожили, мы их уже не увидели бы в том виде, в котором они сейчас есть. Когда именно и почему изображение закрасили, так и осталось загадкой. Не один десяток лет на его месте в бывшем корпусе КГПИ, ныне 8-м корпусе СГУ, находился мемориальный комплекс. Его посвятили студентам и преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной. В 2020-м его решили обновить, как раз в год 75-летия Победы. Тогда и обнаружилось панно. Как только обнаружили, да, и, конечно же, сразу мы попытались взять какую-то экспертизу, узнать ее историческую ценность. Мы обращались в разные учреждения республики, и нам дали заключение. Национальная галерея нам дала заключение, что в самом деле это живопись монументальная, автор ее Руднев, и она имеет особую ценность для республики и для города, потому что таких монументальных полотен еще не было. Теперь дело за малым – обработать стыки плит и покрыть работу лаком. Последние штрихи сделают непосредственно на месте, после монтажа фрагментов. Они займут почетное место все там же, на Коммунистической, 25. Правда, разместят полотно на другой стене. Торжественно откроют его к майским праздникам. Дарья Вологжанина, Виктория Денисова, Олег Костромин, телеканал Юрган.